Салям, салям, с вами учитель казахского языка Дошан Жандарбекова. Тема сегодняшнего урока – это использование своих знаний в общественных местах, то есть говорение. Выходит так, что многие ученики изучают казахский язык, усердно занимаются, переводят тексты, изучают грамматику казахского языка, в аудитории даже разговаривают, но за пределами аудитории у них не получается использовать свои знания. Почему? Ученые говорят, что два типа человека не может брать знания. Первый – это гордый человек, второй – это стеснительный человек. Вот я думаю, что секрет кроется вот про стеснительность. То есть многие стесняются использовать свои знания в общественных местах. Надо это признать, да? Почему? Потому что первое, то, что происходит, когда начинаете использовать, казахи уделяют, видя, как русский разговаривает, или русскоязычный разговаривает на русском, на казахском языке, такое внимание уделяет. То есть ты говоришь на казахском языке? Почему ты говоришь на казахском языке? Где ты учился казахскому языку? То есть такому обращению. И на русском основном они будут с вами разговаривать. Во-вторых, они будут смеяться над вами. Почему? Потому что вы можете неправильное ударение поставить, неправильное окончание подобрать, или неправильный порядок слов поставить. При таких ситуациях у вас может появиться вот смешная фраза, да? Или выражение. И в это время они начинают смеяться над вами. И кто-то начинает вас поправлять. При таких эмоциональных психологических воздействиях, если у вас проявится стеснительность или вас овладеет ваша гордость, то у вас не получится освоить казахский язык. Суть является в том, что вы берете знания, теоретические знания, да, и потом вы используете в общественных местах. И тогда нам будет полноценное знание. Если вы будете много знать, даже 10 тысяч слов знаете, выучили весь грамматику казахского языка, но не будете их использовать, это просто будет как бесполезное знание храниться. Так что призываю всех использовать свои знания, даже если они маленькие, просто начинайте говорить «Привет, как дела?» на казахском, да? Да, нет, и каждый день подбирайте по одному слову и составляйте диалог с людьми. Все ищут такую методику, чтобы теоретические знания в аудитории брать. И когда вот общественная среда сразу разговаривать на казахском языке, без ошибок, грамотно, да, вот такой методики не существует. Обязательно при использовании у вас будут ошибки. Вы будете учиться на своих ошибках, и таким образом это ваше знание будет укрепляться. Приведу один пример. Мой знакомый в детстве пришел в магазин, ему надо было купить окорочку, но он не знал слова, то есть в словарном запасе у него не было слова окорочка. А продавец был, естественно, русскоязычным, и он сказал, что тебе надо. Он долго думал, и увидел, на витрине стояло яйцо. И он сказал, где его мама? Да, где его мама? То есть эта история потом превратилась в анекдот. И продавец, естественно, рассмеялся, долго смеялся, и в это время этот мальчик не возгордился и не постеснялся. Он просто спокойно взял свой товар и ушел. Такого характера многим не хватает. То есть, когда будет над вами смеяться или поправлять ваши ошибки, вы должны это принять, да, как предложение, и просто идти дальше. То есть, не стесняться или не гордиться. Да? Так что призываю всех использовать свои знания в общественных местах, и знайте, что над вами будет смеяться или будет вас поправлять, и будьте к этому готовы. На этом мы с вами сегодня заканчиваем наш 7-й урок. Сау.